Ой-ой-ой. Что это за рана такая у тебя? Страшнейшая. Собачка напротив клетки 30С. Очень большая рана на боку заживающая. Ведет себя хорошо, но рана с той стороны, мама дорогая. Посмотрите. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и сразу по существу. Конечно же, порванная собака из прошлых роликов прилетела в Москву, но не в ППЖ же ей оставаться. Самолечением заниматься не рискнули, хотя, честно скажу, хотела, из экономии. Но хорошо, что показали врачу. Да, нужны обработки, надо чистое содержание, не вольерное. Все это усугубляет содержание и уход. Надо, чтобы не разлизывало. И постоянный контроль. Друзья, все это работа, это время, а откликнувшихся взять в квартиру хотя бы на время лечения нет. Боится маленькая. Ты же маленькая, испугалась, да? Испугалась. Вот такая, молодец. Все. Не бил ли он ее чем-то? Странно, какие-то раны. Друзья, нужны фин-кураторы на любую сумму, чтобы в итоге получилось 1009. Помогите, пожалуйста. Если разово, то через пару недель или даже через несколько дней про нее забудут. А еще при обследовании у нее обнаружили на животе пупочную грыжу. Но это будет проблема решаться уже потом. Ну, то есть пока она с ней ходит, да? Да. До заживления именно то и она ходит с ней. Потом, возможно, будет реоперация как по удалению и зашиванию именно вот тут, как грыжа пупочная. Друзья, очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите. Помогите этой сладкой собаке. Она очень добрая, ласковая. Назвали ее Тучка. Да подожди, ты свою моську пихаешь. Потерпи чуть-чуть, ты Я молодец. уже столько всего вытерпел. Вот, Алиска, приехали с тобой, да, в клинику? Ну, пойдем, показывай, куда идти. Молодец. Ты уже все-то ты знаешь. Все-то ты знаешь. Ай, ты молодец какая. Вот. Приехали, да? Приехали? Давай, заходи. Ну, заходи. Друзья, и вторая собака Алиска, о которой я тоже рассказывала ранее, которую лечили вот уже 3 недели. И пока бесполезно. Нарыв у носа на щеке. Думали, то флюс, то нарыв, воспаление. Прочистили, обработали, антибиотики. Не прекращали лечить. Нет. И снова мы у врача. И теперь отправляют нас на КТ. Очень жалко собаку, чтобы сдаться без боя. Ведь она узница ППЖ, много пережившая, настрадавшаяся. Лейкоциты повышены, нейтрофилы повышены, моноциты повышены. Все это клетки воспаления, все повышены. В связи с этим антибиотик у нас с вами возвращается, но немножко другой. Антибиотик будет линкомицин, в человеческой аптеке хорошо работает на костную ткань. Вместе с антибиотиком подавать амез. Гастропротекторы, 20-миллиграммовые капсулы по 1-2 раза в день. Ну, просто пишу с антибиотиком. Ну и все-таки, наверное, проведение КТ. Наверное, после получения результатов КТ не ко мне, а к онкологу. Вот эта вот шишка, она просто на коже, под кожей, где эта жидкость скапливается. А другое дело, вот там же в самой пазухе какое-то содержимое ячеистое, похожее на опухоль. Так жалко, так хотела найти ей семью. Очень человечная, слышит человека, голос, слушает внимательно, в глаза заглядывает. Ну как ей не помочь? Но КТ с гистологией на ее вес примерно будет стоить 25 тысяч. Плюс машина, днем привезти, вечером отвезти. Друзья, давайте вместе поможем этой замечательной девчушке. Может, успеем ее спасти. Если полип, то удалим. Но надо успеть. Пожалуйста, помогите. Давайте соберем ей на это обследование. Я вас очень прошу, пожалуйста.